важно, что это обсуждается, что это комментируется, и время от времени появляется очень эксклюзивная информация благодаря именно читателям. Я всегда очень хотела хорошо знать историю своего Бахчисарая, родного Бахчисарая. Вот, но как бы долгие годы, думаю, не только у меня, долгие годы очень у многих, это был просто набор фотографий. Все мы их копировали, перекопировали, комментировали, лайкали, и эти фотографии так и гуляли как бы по интернету. Теперь я стала делить эти фотографии по альбомам, то есть мне интересно теперь собирать не только фотографии, но и живопись, графику, все, что связано с каким-то, например, определенным объектом. Я бы очень хотела сделать такую дополненную реальность, сделать альбом или каталог с возможностью дополненной реальности, чтобы увидеть, как это место выглядело, скажем, век назад. Начиналось все со студии у меня дома. Дети просто учились работать на компьютерах. В 90-е годы, я думаю, что как бы объяснять не приходится, это было очень актуально. Вот. Мы возили детей на экскурсии, мы изучали памятники, пытались их рисовать, пытались сделать анимации, пытались сделать книги свои первые, издавали газету «Козайден». Когда мы делали с детьми кукольные мультфильмы, была необходимость показывать им, как делать эти куклы. Это же не просто пластилиновые куклы, это герои мультфильмов, каркасные, с проволочным каркасом, так, чтобы можно было их двигать, можно было из них делать анимацию. Я всегда как бы думала о том, что ну вот нет книг, которые я хотела бы, чтобы мои дети читали на крымско-татарском языке. Таких ярких, иллюстрированных, какие вот я бы себе представляла. Вот. А сейчас подрастают внуки, и поэтому эта проблема как бы еще раз передо мной всплыла, наверное, для того, чтобы я этим просто занялась.